Эльмира Низамова и либретто Рената Хариса. Булгарскую легенду о 12 девах, сожженных воинами Тамерлана в Черной палате, авторы превратили в яркую драматическую поэму. Тема борьбы и любви к родине актуальна и сегодня, уверен народный поэт Татарстана. Одной такой легенды в татарском фольклоре невозможно найти, потому что есть разные легенды. Я эти легенды собрал вместе, соединил, дополнил, изменил, ввел новые персонажи. И вот получилась вот эта опера. Композитор вспоминает, как 8 лет назад, приехав в Болгар, прикоснулся к стенам величественной Черной палаты и попросил вдохновения. Так родилась музыка к опере. С самого начала идею проекта поддержал Ментимир Шаймиев. Я помню наш с ним разговор, он говорит: а это возможно, а это, говорит, вы это сможете? Без Булдраба, сказал я, мы можем, сказал я. И, конечно, все осуществилось. А та награда, которую мы получили, мне кажется, это очень символично, потому что Черная палата — это не просто декорация, это не просто место действия этого спектакля, это действующий персонаж. Весь спектакль мы взаимодействуем с Черной палатой, и действительно Черная палата нам всегда дает силы. Даже когда у нас была постановка «Под открытым небом», это была настоящая палата, мы стояли и заряжались возле этой палаты. Это просто непередаваемое ощущение. Фанера обклеивается тканью, и по технологии жатка, то есть это приминание, да, ткани склеивается, и получается такая фактура камня. За работу по созданию самого масштабного персонажа спектакля взялась целая команда: сварщики, столяры, бутафоры и декораторы. Когда мы приехали на объект, где это все стояло в железном каркасе, мы чуть-чуть испугались, потому что были объемы очень большие, мы не ожидали такого. Но все хорошо, мы выполнили свою работу. Именно наша часть работы месяц. Это огромная декорация должна быть, почти что полностью сцену занимает. И тем более еще эта декорация, она 300 на 360. Крутится круг, и поэтому тут 360 градусов. Со всех сторон он должен быть идеальным. Опера-легенда «Черная палата». Готовая декорация к спектаклю весит 10 тонн. В ноябре в Санкт-Петербурге коллективу театра вручили золотой диплом Международной архитектурной премии «Золотой Трезине». Было подано 1200 заявок со всего мира. Я хочу сказать огромное спасибо первому президенту Татарстана Ментимиру Шаймиеву, потому что этот спектакль «Черная палата», она осуществилась под патронажем Ментимира Шаймиева. Огромное спасибо нынешнему президенту Рустему Нургалиевичу Минниханову, потому что в Татарстане сколько конфессий, они живут дружно, и все театры, они поднимаются, ремонтируются и финансируются. Как признается автор музыки, когда опера зазвучала у стен Черной палаты, он почувствовал, что вернул долг. Звучала благодарность за вдохновение. Лина Зинатульна, Владимир Гурьянов, Лейсан Саитова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.